Призывная кампания 2021 в Ингушетии проходит уверенно и без всяких нареканий. Несмотря на непростую эпидситуацию, Ингушетия в штатном режиме выполняет наряд Южного военного округа, гарнизонов Москвы, Ленинградской области, Перми и ряда других регионов, которые к этому моменту уже приняли более 50 наших земляков. 3 команды мы уже отправили, в общем количестве там 59 человек. Еще нам предстоит отправить там более 150 человек. Команды потихонечку мы формируем, комплектуем. В призывных пунктах люди подходят, граждане проходят медицинскую комиссию, все мероприятия призыва. В рамках осеннего призыва граждан на военную службу всего до конца отправятся еще 3 группы призывников. Это около 150 граждан. К слову, 4-я по счету отправка по графику должна состояться 14 ноября, а это 14 наших призывников. В основном это водители категории С, те, которые обучались в ДОСААФе, большая часть, там 10 человек. Вот. Всего 4 человека, мы этих 4 человек раскинули по военкоматам Назрань и Сужи. По традиции, ингушские ребята отдают предпочтение службе во внутренних войсках. Однако не всегда ожидания призывника оправдываются. Бывает, что по состоянию здоровья его не могут отправить в те или иные войска. Здесь многое зависит не только от физической подготовки, но и морально-волевых качеств. Для призывников имеет значение и географическое расположение воинских частей. В основном желание изъявляют призывники служить где-то поближе. То есть это Ростов, Москва, Московская область, на крайнях там в Санкт-Петербург там, и так далее. Вот. Те люди, которые служили в армии, они знают, что проще служить. Но чем дальше ты от центра, тем проще служить. Вот я из своего опыта это знаю. Я и в Хабаровске служил, и в Москве, и в Волгограде. Вот. Предпочитают они служить поближе, чтобы поближе к дому. Мы стараемся их отправлять туда. В общем, принцип распределения призывников в те или иные воинские части понятен и прост. В ходе заседаний призывных комиссий в муниципальных военкоматах и общения с потенциальными солдатами представители частей в соответствии с требованиями наряда отбирают ребят на военную службу по нескольким критериям. Какие-то части можно только ашников отправлять, то есть категория А, да, у кого какие-то части Б, Б3, Б4 и так далее. Вот. Зависит от требований. Вот. И республиканский военкомат, они поставляют людей с резервом, и уже приезжают покупатели, они с ними общаются, и проходит отбор, кто-то проходит, кто-то не проходит. Вот последняя отправка у нас один не прошел, у него там образование не позволяло, по собеседованию он не прошел, и отправить мы его уже не можем. Призывников нередко привлекает служба по контракту. Возможность эта дается и для тех, кто по тем или иным причинам не отслужили в срочном порядке, но имеют высшее или среднепрофессиональное образование. Они проходят медкомиссию и отправляем их на контракт уже. Таких людей у нас за этот год где-то 49 человек мы отправили по контракту. И такие бывают. Вот, допустим, призывников мы отправляем, да, те ребята, которые ушли, вот эти 59 человек, да, из них кто-то останется на контракт. Вот команда, которая была у нас вчера, из них там ребята вот из этой команды говорили, что я там останусь по контракту. Человек 5, наверное, мне сказали такое, что останешься на контракт и так далее. Вот. Призывники, они приходят в армию, подписывают контракт, остаются. Есть такое, небольшой процент, там 5-10%. Вот. А можно сразу уйти на контракт. Если у тебя есть высшее образование или среднепрофессиональное образование, ты сразу можешь заключить контракт. Заключить контракт на 3 года могут граждане, имеющие военный билет, рядовой и сержантский состав, прапорщики и офицеры. Ранее в военном комиссариате уже провели мероприятия до оформления личных дел и проведения отбора кандидатов в мобилизационный резерв. Первая отправка резервистов на военный полигон Чеченской Республики состоялась месяц назад. Там, во-первых, тебе платят какие-то деньги. Вот. Во-вторых, ты стреляешь там со всех видов оружия. Это же те, кто не были в армии, они же не стреляли. Многие в глаза не видели автомат, да, и они увидят автомат в армии. И есть сейчас у нас вот такая возможность, да, с этими резервистами. Вот. На этих сборах они стреляют, обучают их военному делу. Там очень много плюсов, более 120 человек. Это за сколько отправок?
Это вот задание нам дали, в принципе, мы выполнили это задание, вот, подписали контракт, и уже они состоят в мобилизационном резерве, эти люди. Все в Калиновке, да? Все в Калиновке, да. Явка призывников в этом году по сравнению с более ранним периодом слабее, рассказали в военном комиссариате региона. Сказалась непростая эпидситуация и ограничительные меры. Тем не менее, призыв никто не отменял. Работа в этом направлении продолжается в штатном режиме. Адам Мережков, Асхаб Белакиев. Новости 24.